Я всех приветствую на нашем аналитическом видеоканале. Здравствуйте, ассалам алейкум. У меня в руках два архивных документа, говорящих о том, как осетинское руководство препятствовало возвращению ингушей на свои территории после депортации. Итак, я зачитываю из них первый документ. Совершенно секретно. Председателю исполкома райсовета депутатов трудящихся, товарищу Хадарцеву. В отдельных районах республики имеются случаи вселения на прежнее место жительства лиц, освобождаемых из спецпоселений. В связи с этим Совет министров Северо-Осетинской ССР сообщает, что в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 24.1955 года за номером 1963-1052С лица, освобождаемые из спецпоселений, могут проживать в любом пункте страны, кроме той области, края автономной республики, где они проживали до выселения. Председатель Совета министров Северо-Осетинской ССР В. Зангиев. Итак, о всяческих препятствиях, которые чинились возвращающимся из ссылки ингушей на проживание и прописку в пригородном районе и городе Владикавказ. Вскоре после решения 20-го съезда КПСС о восстановлении члена Ингушской ССР, председатель Совета министров Северной Осетии Б. Зангиев 17 октября 1956 года направляет с грифом «Секретно» письмо председателю исполкома Костахи-Тагуровского района, это Ингушский-Назранский район, переименованной Осетии после выселения ингушей, Хадарцеву С.Г. Следующее содержание. За последнее время нарушение указа Президиума Верховного Совета СССР ингуши, спецпереселенцы, возвращающиеся с восточных регионов страны, у колхозников, проживающих в пригородном районе, Кустахи-Тагуровском, Малгобецком и других районах Северо-Осетинской ССР, покупают дома или арендуют жилые помещения под квартиры. Совет министров Северо-Осетинской ССР предлагает категорически запретить учреждениям и частным лицам продавать или сдавать жилплощади под квартиры ингушам, возвращающимся из поселений. А в отношении лиц, уже приобретенных домов, аннулировать документацию купли-продажи. Казалось бы, что на такой антизаконный и антиингушский документ должны были отреагировать и обратить внимание в ЦК КПСС и Совет министров СССР. Не только не признать его противозаконным, но и привлечь к уголовной ответственности инициаторов этого постановления. Этого не случилось. Более того, Совет министров СССР предпринимает ряд постановлений, которые не позволяют ингушам поселяться в своих же домах пригородного района. Так, Совет министров СССР принимает постановление от 5.03.1982 года номер 183 спустя 26 лет после постановления Совета министров Северной Осетии, в котором говорится установить, что в пригородном районе Северо-Осетинской ССР не подлежат прописке граждане, вновь прибывающие на постоянное место жительства ингуши, за исключением указанных в первом пункте постановления Совета министров СССР от 28.08.1974 года номер 678 о некоторых правилах прописки граждан. Здесь речь уже идет о тех ингушах, которым разрешена прописка детям, возвращающимся к родителям, соединение супружеских пар, приезд военнослужащих. Таким путем за 15 лет со времени принятия постановления 1974 года за номером 678 к концу 1988 года было прописано 400 ингушей. До 1944 года, к моменту выселения, численность населения пригородного района ЧССР составляла более 34 тысяч человек, из которых 31 тысяча были ингуши. Ныне на 90-й год на территории того же пригородного района проживают более 40 тысяч человек, а прописано ингушей около 17 500 человек.
В столице Северной Осетии проживает 310 тысяч человек, из которых осетины составляют 48%, русские 37%, ингуши 5%. Это данные комиссии Верховного Совета СССР под председательством А. Белякова. Москва, 1992 год. Таким образом, получается, что руководство Северной Осетии было настроено и делало все для того, чтобы ингуши не вернулись на свою историческую родину, пригородный район и город Владикавказ. Они предпринимали все для того, чтобы они не вернулись. Они писали письма, они писали жалобы, они делали все, чтобы ингуши не вернулись на прежние места своего жительства до депортации. Я понимаю, что есть и была, и продолжается политика руководства Северной Осетии. Заметьте, я отделю народ Северной Осетии от руководства Северной Осетии, хотя народ причастен к тем же решениям руководства Северной Осетии. Народ, многие из осетин практически поддерживали. И даже по словам депортированных войнахов, в момент депортации ингушей вдоль железной дороги выставляли столы и играли на гармошке, радуясь, что выселяют ингушей из своих же мест проживания. Я понимаю. И к чему все это идет? К чему все я это говорю? Я это говорю к тому, что идет целенаправленная политика по вопросам всяческим препятствованиям невозвращения ингушей на свои исконные территории. Идет целенаправленная политика уже давно. Вот получается, Верховный Совет СССР спустя 26 лет принимает то же самое решение, что и приняло 26 лет Совет министров Северо-Осетинской ССР. Преступное сообщество, в принципе, преступный документ. Вместо того, чтобы принять меры по этому преступному документу, чтобы люди не возвращались на свои территории, свои дома, Совет министров СССР поддерживает это решение. Это, в принципе, приводит к мысли, что, в принципе, идет заговор против ингушского народа. Тут ничего другого просто быть не может. Таким образом, выбрав самую малочисленную нацию, начиная от Российской империи, империализма на Кавказе, от Екатерины, которая построила город Владикавказ на ингушской территории, на ингушских землях, и переселила туда безземельных осетин. В принципе, та же политика продолжается и продолжалась и продолжается по сей день, даже в советские времена. Таким образом, получается, что российское и советское государство решило земельный вопрос осетин, безземельных осетин, путем того, что они отторгнули у самого маленького народа на Кавказе, у ингушей, их исконную территорию и родину. Это больше, чем несправедливо. Всего вам доброго, друзья, удачи, всего самого наилучшего. До встречи.